Всем добрый вечер, снова из Ленска. Сейчас мы поворачиваем. Как улица называется? Заозерная. Ну, улица называется Заозерная, но я считаю, что название улицы дано совершенно неправильно. Я бы назвал ее улица конкретно главная. Почему она конкретно главная? Сейчас вы все поймете. Потому что она будет конкретно главной. Или главное, жестко и беспощадно. Следите за наличием знаков 2.1, главная дорога. Сколько их здесь расположилось. Я аж в прошлый раз ехал, когда первый раз. Посчитать. Да, вот сбился со счета. 1. И посмотрите расстояние какое между знаками. 2. В свете фар хорошо не светятся, так хорошо их видно. 3. 4. 5. Тут можно сбиться со счету просто. 6. 7. 8. 9. 10. Осторожно. Осторожно. Кегли ходят в положенном месте. 10 знаков. И заканчивается это очень интересно. А почему интересно, сейчас объясню. Кто-то очень сильно хочет поворачивать. Подъезжаем мы к перекрестку. И лично я только благодаря самому опыту понял, что перекресток неравнозначный. Если будет ехать какой-то новичок, знаков приоритета нет. Для меня это перекресток равнозначный. Я бы здесь разъезжался по помехе справа. Где он? Сейчас знак будет скоро. Перекресток на 10-11. Сейчас мы в него упремся, в этот замечательный перекресток. То есть они от души не пожалели этих знаков. Но там же тоже такая же улица есть. Тоже много. Но она продолжается же дальше. Ну да, Сейчас мы доберемся до этого непонятного перекрестка. То есть где надо, они знаков понаставили. Видишь, ты там не спишь? Он считает вместе с нами знаки. А где? Не знаешь, мне заранее надо предупреждать. 12. Надо печку потише сделать. Такая автосервис. Такая большая концентрация знаков на такое вот маленькое расстояние. Да, они тут, видимо, девать некуда. Видимо, у них был план по установке знаков. Слушай, мы опаздываем, у нас 300 знаков в этом году надо поставить. Куда будем ставить? Слушай, есть Заозерная, давай там воткнем. Ну давай. Это уже Фурманова. Сейчас мы приближаемся к этому замечательному перекрестку. Сейчас в аэропорт поедем съездить. Сейчас подожди, надо до перекрестка доехать, показать. Ну, доедем, да, просто повернем направо. Я тебе там по кольцу тоже хочу спросить. Сейчас. Нет, а там-то есть знаки, там дальше же нет знаков на перекрестке. Тут, где нет знаков, я хочу показать. Где надо думать, какой это перекресток. Иди. Не надо кеглю это пропускать. Иди. Беги. Не делай добра, не делай, не получишь зла, как говорится. Бедняжка стоит, не может. А стесняется? Тоже камень, нет? Нет, это Ты чё, какой-то вообще Джимини, по-моему. Сузуки Джимини, да. тараканчик.
Странно, а здесь тоже перекресток, они почему-то не поставили знак главной дороги. Куда она идет, главная дорога? Очень странно. Главное, вот дорога, я не знаю. А почему вот мы нет. к нему и подъехали, к этому перекрестку. То есть шли знаки главная дорога, о чем мы ранее говорили. А сейчас бах, и знаков нет. То есть я более-менее опытный водитель, я понимаю, что надо посмотреть навстречу, мы видим треугольник, или посмотреть сюда, мы видим, вон он ромб стоит. И вот он ромб. А если неопытный человек, он будет думать, что перекресток равнозначный, надо разъезжаться по помехе справа. То есть, где надо ставить знаки приоритета, они не поставили. Где они не слишком обязательны, там они наоборот понаставили их аж 13 штук. Но, в принципе, прокатившись вчера по Ленску, я уже ничему не удивляюсь. И... Михаил Семенович, как вы думаете? Ваш комментарий, пожалуйста. Я согласен. Скромный парень. Вот такие дела. Вот так вот у нас в Ленске и устанавливать дорожные знаки. Всем бобра!